Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкелей, и новый выпуск Nocta Life History. Специальный проект об истории гагаузов в Бессарабии, который мы готовим вместе с доктором истории Штефаном Бежаном. В этом выпуске мы поговорим о сталинских депортациях среди гагаузов в 40-е годы прошлого столетия. Депортации, известные в научных кругах как сталинские депортации, это комплексное явление, имевшее место в Советском Союзе в 30-50-е годы прошлого столетия. Депортации 30-50-х годов не имели этнического окраса, поэтому ни один народ на территории Советского Союза не избежал сталинских репрессий, насильственной коллективизации и других бесчеловечных репрессий. Благодаря тому, что Бессарабия в межвоенный период входила в состав Румынии, жители этого региона избежали голода, поразившего народы, жившие к востоку от Днестра в 21-22 году прошлого столетия и в 32-33 году, также известном в Украине как Голодомор. Также благодаря этому жителям Бессарабии удалось избежать большого террора, прокатившегося по СССР в 1937-1938 годах, в том числе по территории Украинской ССР, а также по Приднестровью, которое входило тогда в состав Украинской ССР. Однако сразу после аннексии Бессарабии в 1940 году коммунистические власти немедленно приступили к осуществлению радикальных социальных преобразований, которые, по их мнению, были прерваны в 1918 году, когда Бессарабия вошла в состав Румынии. Все преобразования, которым подвергалось население Молдавской ССР после 1940 года, были частью характерных для Советского Союза социальных процессов, которые еще в межвоенный период были тщательно отработаны в других регионах СССР. Для достижения политических целей советские элиты проводили массовое уничтожение противников советского режима по всему Советскому Союзу. Одним из главных инструментов были организованный голод, а также бессудные и организованные казни и депортации в Сибирь. В частности, жертвами советского режима стали политические оппоненты, интеллигенция или состоятельные социальные категории населения. Среди зажиточных крестьян интенсивно проводилось так называемое раскулачивание, направленное на утопию создания нового человека советского типа. События, связанные с депортациями, имевшие место в пятом десятилетии XX века, долгое время отрицались советской и молдавской историографией. После перестройки были рассекречены некоторые архивные документы, содержащие сведения о политических репрессиях того периода. Современной историографии выделяют 4 волны депортаций, которым подверглись жители Молдавской ССР. Первая волна массовых депортаций была проведена в начале советской оккупации в 1940-1941 годах, то есть до начала войны между СССР и гитлеровской Германией. Вторая волна депортаций бессарабцев прошла в 1944 году, сразу после аннексии Бессарабии Советским Союзом. А самая массовая волна депортаций пришлась на 49-51 годы и оказала существенное социальное влияние на население края. Теперь поговорим о том, как эти депортации затронули жителей гагаузских сел Бессарабии. Первая волна депортаций в гагаузских населенных пунктах прошла в 1940-1941 годах. Часть выпуска о репрессиях 1940-1941 годов основана на данных исследователя истории края Светланы Капанжи. Помимо более чем 3000 мужчин, призванных в Красную армию накануне освобождения Бессарабии румынской армией, советские власти арестовали и депортировали в Сибирь значительное число этнических гагаузов. Советская власть провела массовое уничтожение всей гагаузской интеллигенции и элиты. Мэры, бывшие мэры, члены румынских партий, все те, кто в той или иной степени были интегрированы в общественные и государственные структуры Королевской Румынии. Сразу после аннексии Бессарабии в 1940 году стали объектом советских репрессий, и большинство из них отправились в сибирские степи, будучи депортированными в ночь с 12 на 13 июня 1941 года в Ивдель-Лаг под Свердловском. По данным Валерия Посата, в первый год советской оккупации в Молдове было депортировано около 22 600 жителей. Арестованных отправляли в несколько пунктов назначения: Казахстан, Омская область, Новосибирская область. Среди 22 тысяч депортированных были также и этнические гагаузы. В частности, среди депортированных были трудолюбивые люди, которые пользовались уважением всего общества за свою деятельность. В
В статье «Горькие страницы нашей истории» Светлана Капманжи рассказывает о страшных историях гагаузской элиты в первый год советской оккупации. Например, в Чодырлунге бывший мэр Андрей Дан был арестован в 1940 году и приговорен к 5 годам заключения в трудовом лагере. В Национальном архиве сохранилось благодарственное письмо жителей села, тогда еще село было Чодырлунга, адресованное префектуре Тегинского уезда с просьбой назвать именем Андрея Дана дорогу к рынку, которую он построил. Дан вернулся из Казахстана только в 50-х годах. Еще одним депортированным в Казахстан местным жителем был Василий Маринов, примар Чодырлунги с 1933 по 1937 год, при котором в Чодырлунге были построены родильный дом и общественная баня. Были вырыты фонтаны и построена дорога, соединяющая тогда село Чодырлунга с железной дорогой. Маринов был членом Национально-либеральной партии Румынии, что для советской власти было достаточным основанием для его обвинения. 9 июня 1941 года он был арестован и депортирован в Ивдель-Лак, где умер 8 ноября того же года. Тогдашний мэр города Афанасий Кулев также стал объектом советских репрессий. 26 июля 1940 года он был арестован структурами НКВД. Кулева приговорили к 8 годам принудительных работ в Усольском лагере под Пермью на Урале, откуда он уже никогда не вернулся. Аналогичная судьба постигла еще одного бывшего мэра Чодырлунги Степана Кара, который был арестован 9 июня 1941 года и отправлен в Ивдельский лагерь на северо-западе Сибири, где скончался из-за нечеловеческих условий. Такая же трагическая судьба постигла и мэров других населенных пунктов с преобладающим гагаузским населением. Илья Курдогла, примар Баурчи с 26 по 40 год, член Национально-либеральной партии Румынии. Неоднократно избирался односельчанами в органы местного публичного самоуправления за эффективную работу и заслуги перед местным сообществом. Был арестован 20 июля 1940 года и приговорен советскими властями к 8 годам заключения в Онежском лагере в Архангельской области, где и умер в 1942 году. Константин Гатишан, более 20 лет занимавший пост примара села Бежгёз, также был арестован 13 июня 1941 года. Он умер по дороге в Ивдель-Лак 7 июля 1941 года, где через год погиб и его сын Николай. Ивдельский лагерь стал местом последнего упокоения примара Казаклии Константина Мандажи, арестованного 10 июня и умершего 10 октября 1941 года. В некоторых населенных пунктах люди вставали на защиту депортированных. Так, после аннексии Бессарабии в 1940 году, когда советские власти попытались арестовать Дмитрия Баку, члена Национально-либеральной партии Румынии, служившего примаром села Кайдары на протяжении 18 лет, жители села оказали сопротивление. Опасаясь беспорядков, его на некоторое время отпустили. В конце концов, 13 июня 1941 года советские власти депортировали его в Ивдельский лагерь, где он умер через несколько месяцев. Также из Гайдар был депортирован Иван Капсамун, бывший мэр села в период с 1939 по 1940 год. Иван Капсамун был арестован 21 июля 1940 года и приговорен к 8 годам депортации в Хабаровский край, где он погиб в марте 1942 года. В селе Копчак Иван Казанджи, который был примаром села в течение 16 лет, был арестован в июле 1941 года и приговорен к 8 годам депортации в Онежский лагерь, где умер через несколько месяцев. В Тамае Дмитрий Демчогла, который был примаром села в течение 8 лет и членом Национально-либеральной партии Румынии, был арестован в июле 1940 года и депортирован в том же Онежский лагерь, где умер 20 февраля 1942 года. В Кангазе были арестованы примары Иван Кыльчик и Василий Метишор. А через год та же участь постигла еще 3 бывших мэров – Ивана Арнаута, Федора Дончева и Георгия Тодорова. Все 5 умерли вскоре после этого в ГУЛАГе. Кроме мэров, советская власть обычно депортировала и их семьи. Так произошло и с семьей Василия Метишора, который был мэром в селе с 1935 года и членом Национально-либеральной партии Румынии. В 1941 году он был расстрелян, а его семья и семьи его братьев Николая и Макара были депортированы в Казахстан. В селе Дизгенжа примар и член Национально-либеральной партии Румынии Пантелеймон Гагауз, несмотря
на свой преклонный возраст 75 лет был арестован и депортирован в Ивдельский лагерь, где умер через год. Также в Дизгинже в 1941 году были арестованы бывшие мэры Дмитрий Байрактар, Николай Сырбу и Дмитрий Орман. Последние двое умерли в Ивдель-лагере. Село Авдарма в полной мере ощутило на себе последствия сталинских чисток. В 1941 году бывший примар Георгий Касым, член Национальной крестьянской партии, был арестован и депортирован в Ивдельский лагерь, где умер в 1942 году. Аналогичная участь постигла бывших примаров Федосия Славова, Дмитрия Мутафа и Игната Язаджи. В Чокмайдане в 1941 году был арестован примар Иван Тарлев, а в 1949 году примар Дмитрий Горелко. В Вулканештах действующий примар Ион Доцу был арестован в 1941 году и отправлен в ГУЛАГ на 5 лет. В Этулии летом 1941 года был арестован Федор Митиоглу, бывший примар и член Национально-либеральной партии Румынии, и приговорен к 5 годам депортации в лагерь под Новосибирском. В Чешмекёе Евгений Тодиев был избран примаром в 1942 году и арестован через 2 года осенью 1944 года. Он умер в Кагульской тюрьме в возрасте 56 лет. Афанасий Тодиев, арестованный в 1944 году и приговоренный весной 1945 года к 10 годам лишения свободы, также умер в тюрьме. Только примары, которым после советской оккупации удалось укрыться в Румынии, избежали ареста, расстрела и депортации. Интересная история была у Иосифа Чернева, примара села Джалтай, который в 1940 году вместе с семьей уехал в Румынию, но в 1941 году вернулся в село вместе с войсками Королевской румынской армии. Он занимал должность примара весь период румынского правления, а с приходом советских войск навсегда укрылся с семьей за прутом. Также поступили и некоторые бывшие примары из Кириет-Лунги, Русской Киселии, Карбелии, Бешалмы. Помимо мэров и членов политических партий, в первый год советской оккупации были депортированы также священники, учителя и просто обычные люди, сумевшие заработать своим трудом. Все они считались чуждыми элементами, врагами большевистской революции, и на этих основаниях были расстреляны или высланы в Сибирь. Ниже приведем истории гагаузов, которые по различным причинам были депортированы в Сибирь. В 1940 году в Камрате было арестовано 8 человек. Петр Баяджи, 1904 года рождения, арестован в 1940 году за национализм и приговорен к 8 годам лишения свободы. Василий Шептинский родился в 1887 году, священник Румынской православной церкви в Камрате. В 1940 году депортирован в Сибирь, откуда уже не вернулся. Василий Кара, 1878 года рождения, Константин Драгу, 1894 года рождения, Влад Гюмишлю, 1889 года рождения, Георгий Мавроди, 1878 года рождения, приговорены к различным срокам заключения за несвоевременную поставку государству сельскохозяйственной продукции. В это же время был арестован и Кисеев Василий Николаевич, только за то, что он был сержантом камрадской полиции. В селе Чедерлунга в 1940 году было арестовано 4 человека. Помимо примара Кулева Афанасия были арестованы охранник мэрии Чакир Дмитрий, бывший мэр Дан Андрей и бухгалтер сельской мельницы Вербанов Антон. В селе Авдарма в том же году за несвоевременную сдачу сельскохозяйственной продукции был арестован Владимир Гюмишлю и приговорен к 4 годам лишения свободы. К 10 годам лишения свободы был приговорен Николай Петков, обвиненный в том, что он был членом Национальной крестьянской партии Румынии. В селе Баучи были также арестованы 4 человека. Курдогла Илья Иванович, примар села, и Терзий Константин, приговоренный к 8 годам тюрьмы за национализм. В селе Бешалма были арестованы 5 человек. Андрей Капаклы, Георгий Капаклы, Дмитрий Карадмитров, Николай Завричко, арестованные за антисоветскую пропаганду и приговорены каждый к 8 годам лишения свободы. В селе Кирсово были арестованы примар села Радов Николай Георгиевич и бывший деникинский офицер Иван Афанасьевич Гроздев. Иван Кыльчик был арестован и приговорен за национализм к 8 годам лишения свободы. Иван Васильевич Казанджи, бывший примар Копчака, также был арестован. В Копчаке был также арестован сельский нотариус Алексеев Алексей Семенович. В Гайдарах за антисоветскую агитацию был арестован мэр села Капсамон Иван Дмитриевич.
в Тамае был арестован и приговорен к 8 годам ссылки в трудовые лагеря Топчу Дмитрий Федорович. Как мы видим, в Сибирь и Казахстан были депортированы передовые люди своих населенных пунктов и те, кто выступал против советской власти. Целью депортации были уничтожение всех здоровых элементов общества, которые в румынский период сотрудничали с румынскими властями. После так называемой ликвидации местной элиты коммунисты надеялись легче привлечь на свою сторону широкие массы. Но вместо того, чтобы популяризировать коммунистическую идеологию, эти злодеяния скорее создали состояние угнетения и даже террора. И гагаузы стали относиться к советской власти с опаской и настороженностью. Подробнее остановимся на депортациях 1949 года, операции «Юг». Самая крупная волна депортации с территории МССР пришлась на лето 1949 года, когда была проведена операция под кодовым названием «Юг». По просьбе коммунистической администрации Советской Молдавии руководство большевистской партии СССР 6 апреля 1949 года утвердило депортацию 11 тысяч семей общей численностью более 40 тысяч человек. Они должны были быть депортированы в необжитые районы Казахстана, Средней Азии и Сибирь. Для реализации плана депортации в ночь с 5 на 6 июля 1949 года в 2 часа ночи была начата операция «Юг». Что касается причин, приведших к депортациям 1949 года с территории Молдавской ССР, то все историки считают, что они связаны с отказом некоторых категорий местного населения вступать в колхозы. В декабре 1948 года министр государственной безопасности Молдавской ССР Мордовец на заседании ЦК Коммунистической партии Молдавии объяснил, что главными врагами народа являются кулаки, которые представляют собой большую социальную группу, деятельность которых направлена не только против строительства коллективных хозяйств, но и против укрепления советской власти. Еще одной причиной депортации жителей МССР было наследование статуса врага народа по семейной линии. Известны многочисленные документально подтвержденные случаи депортации семей в рамках операции «Юг» только потому, что глава семьи был ранее осужден. Так, в июле 1949 года в селе Баурчи были депортированы 24 семьи, члены которых были ранее депортированы в 1945-1948 годах. Из примерно 15 тысяч семей, включенных в списки на депортации, 583 семьи были из районов компактного проживания гагаузов. Вулканежского района 154 семьи, Кангасского района 182 семьи, Камрадского района 102 семьи и Чодырлунского района 114 семей. Драму, пережитую гагаузским народом в годы депортации, можно проанализировать и на примере истории семьи Орманжи из Чодырлунги. Семья состояла из 4 человек – Константина Орманжи, отца Георгия Ивановича, матери Любви Захаровны и бабушки Варвары Демьяновны, 70 лет. До появления колхозов семья Орманжи имела 10 гектар земли, 2 лошадей и несколько десятков овец и коз. Когда начался процесс создания колхозов Сталин, отец Константина одним из первых изъявил желание вступить в колхоз и передал кооперативу всех животных. За это Георгий Иванович был назначен заместителем председателя по хозяйственным вопросам, а его мать – рабочей в колхозе. Судьба этой семьи круто изменилась 9 августа 1949 года, когда в дом ворвались 2 солдата и сообщили, что их семья будет депортирована в Сибирь без суда и следствия. У них было 2 часа, чтобы собрать вещи. После того, как они целый день провели в вагоне при 35-градусной жаре, их 11 дней перевозили в поезде без еды и воды и без остановок. Вспоминая те дни, Константин Орманжи рассказывает, как после прибытия в Сызрань вагоны с депортированными начали перераспределять. Половину отправили в Казахстан, половину в Курганскую область. Через 4 дня поезд остановился на станции Каргополье. Солдаты открыли двери вагонов. Председатели колхозов стали отбирать людей для работы. Весь вагон отвезли в деревню Суханово. Бабушка заболела и через день умерла. Отца назначили трактористом, мама работала в колхозе, а я ухаживал за лошадьми. История семьи Капанжи из Чодырлунги похожа на историю семьи Орманжи. Дмитрий Иванович и другие члены его семьи, жена Александра Дмитриевна, сын Владимир в возрасте всего 2 лет, отец Иван Иванович и мать Матрона Дмитриевна, были депортированы 9 августа 1949 года. Семья Капанжи владела 2 гектарами земли и коровой. Дмитрий и его жена работали в местной
портной мастерской. Его отец Иван Иванович ушел добровольно работать в колхоз еще в 1947 году. После того, как в дом ворвались 3 солдата, капитан и местный партийный активист, всю семью вместе с еще примерно 50 людьми погрузили в вагон для скота. Когда поезд прибыл на станцию Каргополя, их отвезли в сталинский колхоз в Курганской области. Дмитрий Иванович был назначен бригадиром, его жена – рабочей в колхозе. Некоторым из тех, кто числился в официальных списках, удалось избежать депортации. Некоторым крестьянам, обеспокоенным репрессиями и каким-то образом предвидевшим грядущие события, удалось бежать в Украину. Другие избежали депортации, предоставив доказательства того, что они воевали в рядах советской армии. Третьи, потому что уже были членами колхозов. Четвертые, потому что были инвалидами и не могли работать. Около 200 семей из Когульского и Бендерского уездов, в том числе гагаузы, избежали депортации в последний момент. Согласно статистике Бугая, в которой мы находим более подробные данные об этническом составе депортированных до 1953 года, но в которой указаны только лица старше 17 лет, исключая детей. В Советском Союзе было депортировано не менее 1 миллиона 800 тысяч человек, из которых 1352 человека были этническими гагаузами. Отметим, что в сталинский период гагаузское население не избежало бедствий, вызванных новым режимом, и пострадало вместе с другими этническими группами Бессарабии. Вся сталинская эпоха, характеризующаяся коллективизацией, голодом и депортациями, стала не только роковой для сотен тысяч людей, но и значительно подорвала экономику Молдовы, внесла серьезные социальные и политические изменения в жизнь гагаузов. В тот период произошли изменения и в их повседневной жизни. Депортации способствовали отчуждению сотен семей от родных мест, насильственно переселенных именно в сибирские степи, что означало денационализацию гагаузов и превращение их в Homo Sovieticus. Друзья, это был очередной выпуск Nocta Life History, где мы говорили о депортациях 40-х годах среди гагаузов. Увидимся в следующем выпуске. До свидания.